Николай Кирсанович, сегодня у нас сколько температура в Якутске? Минус 49 градусов. Минус 49. Отлично. И вот такие теплые остановки у нас являются спасением для жителей Якутска, да? Да. Они предназначены для того, чтобы граждане в зимний период комфортно себя чувствовали. По многочисленным просьбам жителей мы пошли с руководством теплых автобусных остановок на продление режима работы до 10 часов. Вот. Двери дистанционно будут закрываться в указанное время в 10 часов. Это мероприятие у нас со вторника, то есть 15 декабря. 15 декабря теплая автобусная остановка работает до 10 часов. До 10 часов, да. А до этого работали до 8. До 8. Вот камера здесь, да? Вот здесь камеры. Вот камеры. Эти камеры, через эти камеры мы что можем делать? Мы можем отследить, находится ли в помещении в реальном времени присутствие граждан на автобусной остановке. Так, вот здесь вот тоже камера, да? Да. Потом получается, вот здесь стоит запирающее устройство дистанционно. Вот. Вот так вот это все выглядит. Там нажимается магнит, соответственно, срабатывает и автоматически в удаленном режиме все это запирается. У нас очень много подписчиков живет за пределами республики. Для них слово якутский мороз это как диковинка. Вот у нас на улице 49 градусов. Вот такой мороз, да? Да. То есть, чтобы объяснить людям, для чего нужна теплая остановка. Да, да. Это социальный как бы объект идет. Потому что людям на морозе трудно ждать автобуса своих. То есть мы сейчас вот россиянам, там людям, которые за пределами республики живут, объясняем. Вот что происходит на улице у нас, да? Да. 60 градусов. Люди, вот вопрос, как выживаете, якутяне, да? Ну как, вы привыкли уже, соответственно. То есть, теплая автобусная остановка. Это, конечно, это замечательно, что в тепле люди ждут своего автобуса. И А как вообще жители отзываются? жители, в принципе, положительно. Потому что дело в том, что есть проблемы в других, например, на других остановках, допустим, просто я как бы говорю, потому что лица неблагополучные из семей, они тут, получается, облюбовали, да? Облюбовали место, да, вот, грубо говоря. А здесь у нас, получается, будет контроль, потому что здесь уже будут камеры, здесь будут автоматически закрываться двери, и если в случае чего руководство этого теплых автобусных остановок будет принимать меры по вывозу полиции либо скорой помощи. На данный момент у нас в Гагаринском округе 3 остановки такие, которые расположены по адресу Можайского 14П, это в сторону Мархи ехать, если вот эта остановка на Белом озере, и на Белом озере в обратную сторону ехать, это в город, получается, тоже есть такие же эти автоматические закрывающиеся двери. Насколько я понимаю, сейчас в городе Якутске их будет практика такая больше шире применяться. Да, конечно, конечно. Может потом там какие-то кофе можно будет, да, организовать? Да. У нас есть одна остановка, где расположена мини-пекарня. Там свежие продукты постоянно, кофе. Вот, там жители могут переждать в тепле свой маршрут автобусный.